В Республике Ингушетия остается около 20 тысяч, 18 тысяч беженцев из Чеченской Республики. Будет ли им оказана помощь? И, кроме того, в Северной Осетии возвращаются вынужденные переселенцы. Им будет ли оказана помощь? Ну, я уже об этом говорил. Те, кто беженцы из Чеченской Республики, ингуши, те, кто решил остаться, мы сейчас, работа такая продолжается в правительстве Российской Федерации. Мы определили эту цифру, уже, наверное, наши жители Ингушетии знают, 18 тысяч человек, которые изъявили желание остаться на территории Ингушетии. Вот. И под эту программу работа сегодня идет у нас. По беженцам из Северной Осетии я сделаю все от меня зависящее. Такая работа у нас продолжается. Проведены встречи и с президентом Российской Федерации, и с председателем правительства, и с президентом Северной Осетии, и с полномочным представителем. Я сделаю все, чтобы всех беженцев вернуть в места прежнего постоянного проживания. То есть это их право, они должны жить там, где они хотят. Еще правозащитники делают попытку, чтобы в прессе прошла информация, что этот процесс идет недобровольно, то есть люди возвращаются не на добровольной основе. Что вы можете сказать? Ну, правозащитники, они, конечно, в целом помогают, но есть люди, которые заявляют, как бы, исходит из того, что вроде как бы недобровольный. Процесс он добровольный. Я уже много раз об этом говорил, и еще раз подтверждаю. Мы сделали сегодня очень много, это говорят сами чеченские беженцы, очень много сделали для сохранения мира, стабильности, для возвращения в места их прежнего постоянного проживания. И это все осуществлялось на протяжении последних лет только по исключительно добровольному принципу. Я думаю, что также эта работа должна быть проведена и, значит, в отношении беженцев, ингушей из Северной Осетии. Добровольно, и люди должны возвращаться туда, куда они хотят, откуда они прибыли. Мурат Ильич, и еще касаясь уже непосредственно республики. В республике прошла информация, что выделены дополнительные средства для тех, кто пострадал в период летнего наводнения 2002 года. Будут ли выделяться эти средства и каким образом? Но мы эту информацию ее довели до средств массовой информации, и часть суммы пришла, это 61 миллион, а общая сумма 156 миллионов, которые остались еще с того периода, которые еще с правительства Российской Федерации мы не получили. Работа эта идет, то есть получат те, у кого, значит, по линии госстроя Российской Федерации есть документы, получат именно ту сумму, которая определена по документам госстроя. Там от того, что кто-то там больше построил, кто-то меньше построил, кому-то там, кто-то считает, что он должен был получить что-то другое. Это одно, а чисто документально все должны получить. И основная сумма это мы должны получить где-то в середине октября. Пока денег этих в республике нет, но есть обещание правительства Российской Федерации, я думаю, что оно будет выполнено, что до конца октября эти деньги мы получим. И кроме того, у жителей республики вызывает вопрос по ветхому жилью. Что вы можете сказать о программе? Программа «Ветхое жилье», она продолжает работу в правительстве Российской Федерации, но эта программа, работы идут в течение 10 лет, там, 8, 5 лет, отдельные субъекты Российской Федерации. Но мы включились в эту программу, я думаю, что вот в следующем году мы будем хорошо представлены вот в этой программе. То есть работа в этом направлении идет. Но по оползневой зоне мы в ближайшее время в районе Ачулуков, в районе Зязиков-Юрт построим 150 домов. 150 домов по линии МЧС, по линии оползневой зоны мы будем строить. Уже часть этих работ уже начаты. Я вот на днях был, просмотрел, как эти работы идут. Работы идут качественно. И 150 домов, я думаю, что мы где-то в середине следующего года закончим все работы по, значит, выводу из оползневой зоны людей. Эта проблема, она существует давно уже, это несколько десятков лет, и я думаю, мы ее решим.
Мурат Ильич, и еще один вопрос, думаю, он тоже очень много волнует, тем более в связи с последним назначением генеральным директором Ингушнефтегазпром. Как вы намерены в дальнейшем проводить работу по поднятию